студии «Репортера» мы говорим о гастрономии, бизнесе и женском лидерстве. У нас в гостях Ксения Болотина, предприниматель, сумевшая превратить свои проекты «Ресторан Навигатор» и кондитерскую «Эми» в любимые заведения бишкекчан и гостей столицы. Ксения, добрый день. Добрый день. Ксения известна своим перфекционизмом, вниманием к деталям и умением создавать пространство, куда хочется возвращаться снова и снова. Ксения, мы рады вас видеть. Я знаю, что вы долгое время жили и учились в России. Был ли момент, когда вы думали остаться там навсегда? Что стало решающим фактором для возвращения в Кыргызстан? Зов сердца или долг перед семьей? А, Наверное, и то, и другое. Я никогда не думала, что я буду жить в России всю свою жизнь. Просто нет ничего более постоянного, чем временное. Когда ты уезжаешь только отучиться, и потом оно затянуло как-то. И я всегда понимала, что у меня бабушка не вечная, ей 80 лет, и что пора перенимать семейное дело, семейный бизнес, начинать им заниматься, внедряться. И еще живя в России, я уже делала онлайн ремонт, можно сказать, в основном зале Навигатора. И так началась его новая веха в истории нашего ресторана, новая жизнь, когда мы переделали зал. Затем уже сделали капитальный ремонт кухни, капитальный ремонт летней террасы, затем капитальный ремонт бара, раздевалок и прочего. Ну, соответственно, переезд был неизбежен, но я никогда не была оторвана от родины. То есть каждый год я возвращалась сюда, практически 1,5-2 месяца летом проводила здесь с детьми. И в общем-то, никогда не чувствовала, что я где-то на чужбине и совсем не интегрирована в местное общество. Все те же друзья, которые у меня были в моей молодости, большинство из них осталось, и мне было достаточно легко, приятно возвращаться. А как бабушка вас готовила к входу в семейный бизнес? Я так понял, главный вход у вас ознакомился как раз с ремонтом. Никак не готовила, она мне доверяла. Возможно, она понимала, что нужны какие-то свежие идеи. Мы с ней это не обсуждали, то есть не было такого, что она меня посадила в определенный момент и сказала: Ксения, давай, теперь ты локомотив нашего семейного дела. Такого не было, я просто влилась, внедрилась и начала руководить. То Все. есть она сразу поставила вас рядом с собой. Просто у меня родители в журналистике, я начинал с самых низов. Сначала газеты продавал, еще в те времена, когда газеты были актуальными. Помню, бегал он тут на перекрестках, не знаю, видели, не видели, такие мальчики всякие, там, газета, Да-да. газета. Вот начиналось с этого, потом наборщиком, потом фотокорреспондентом и дальше по иерархии. Когда я была подростком, я подрабатывала утренним администратором в Навигаторе. Ну, понимаете, это тот бизнес, который был впитан с молоком матери, можно сказать. То есть папа открыл, когда мне было 9 лет, я видела все процессы, которые там происходили. И вот эта профдеформация, когда ты заходишь в любое заведение, в любой стране мира, ты понимаешь, как устроен этот процесс, ты просто его знаешь изнутри, и не нужно, да, многому учиться, хотя, безусловно, когда я глубоко внедрилась, я начала обучаться, я начала узнавать, какие вещи мне использовать. Мне очень помог аудит в этом смысле, то есть у меня есть 300 пунктов. Просто самый легкий способ управления рестораном — это выписать 300 пунктов или попросить на тренинге, чтобы их дали аудиторы, и исправлять каждый. К примеру, чистота в зале, к примеру, работают ли все осветительные приборы, к примеру, актуально ли ваше меню, к примеру, актуальны ли ваши цены, там, ну и прочие такие подпункты, более глобальные, менее глобальные, какая у вас музыка, какая у вас атмосфера, какая у вас температура, какой у вас аромат в заведении. Все вещи важны, потому что заведение — это живой организм, ты можешь сделать крутейший ремонт, и в нем не будет души, но не потому, что в нем нет условной души, а потому что у тебя холодно, или потому что у тебя плохая вытяжка, и из кухни очень сильно доносятся какие-то запахи ненужные, или куча может быть причин. И вот у меня есть 300 пунктов, которые
никогда невозможно выполнить на 100%, но очевидно, какие-то проваливаются, и ты пытаешься их изменить, пытаешься их улучшить. И так, шаг за шагом, заведение приобретает лоск, как любой другой живой организм, за которым ухаживаешь и в который вкладываешься. Вот ваша бабушка ушла на пенсию или все-таки еще с Нет, вами? нет, она продолжает работать. Как вы дополняете друг друга? Ну, наверное, у нее более авторитарный, у меня более демократический стиль управления. Но этот баланс позволяет, мне кажется, нам оставаться в том числе на плаву. То есть она еще более экономная, я более такая расточительная, но я стараюсь, наверное, улучшать те вещи, которые действительно считаю важными. Вот. И у меня в целом вообще демократический подход, и я всегда задаю вопрос команде, каким образом мы можем что-то улучшить, что-то поменять, и стараюсь меньше давать распоряжений сверху. Хотя я за иерархию в целом. То есть для меня очень важна иерархия, потому что я не хочу дискредитировать работу вышестоящих людей. К примеру, если там уборщица плохо помыла стекло, я никогда к ней не подойду. Я подойду, спрошу, как у вас дела, как ваши дети, например. Но я никогда не подойду, не сделаю ей замечания. Я буду спрашивать только у менеджера, почему у вас грязное стекло. Потому что есть ответственный человек и есть исполнитель. И вот нельзя, наверное, руководителю непосредственно делать какие-то замечания исполнителям. Такая вот у меня в голове сложившаяся структура. Возможно, она неправильная, я не знаю, но мне так легче работать, когда я работаю только с 5 людьми в заведении. То есть это менеджеры, финансовый директор, шеф-повар, вот, и все. Выглядит идеальной структурой. Подскажите, а в коллективе какие вы рычаги управления используете для сохранения баланса, доброй атмосферы? То у меня всегда в редакции такая семейная, дружеская обстановочка. Может, у вас какой-то другой стиль управления? Ну, меня сложно назвать семейным, дружественным руководителем. Я очень сильно отделяю работу от личного и стараюсь эти процессы никаким образом не смешивать и стараюсь быть руководителем там, где я должна быть руководителем. То есть я ставлю задачу, задача должна быть решена. К примеру, я ставлю задачу напечатать меню. Задача должна быть решена, и она должна быть решена в какой-то определенный срок, правильно? Если она не решена, должна быть какая-то причина, по которой она не была решена, правильно? Вот. Ну, соответственно, я сажаю менеджера и говорю, сколько у вас было рабочих часов на этой неделе? Он говорит, 20, ну, там, не знаю, 40, 50, неважно. Я говорю, сколько требует вот та или иная задача времени для реализации? Он говорит, 45 минут. Я говорю, и у вас нашлось эти 45 минут для выполнения этой задачи или не нашлось? Ну, и тут два варианта. Либо человек говорит, извините, пожалуйста, я сейчас все сделаю, ну, как правило, это бывает, да, либо он говорит, что нет, у меня переработки, у меня недостаточно свободного времени, поставьте мне дополнительные часы или поставьте мне дополнительные рабочие часы, когда я могу заниматься только какой-то бумажной работой. Ну, это уже решаемо и обсуждаемо, правда ведь? Но для меня важен результат. Я не человек-процесс вообще, я человек-результат. Вы сейчас активно изучаете кыргызский язык. Почему именно сейчас? Это необходимость для ведения бизнеса в Бишкеке или личная потребность почувствовать себя своей до конца? Ну, когда я училась в школе, мы тоже учили кыргызский язык, однако это не являлось как-то приоритетным, и говорили только те, у кого родители говорили в семьях, и практически все мои этнические кыргызские подруги, с которыми мы росли во дворе, они говорили тоже на русском языке. То есть это не было
основным языком в Бишкеке. Вот. И сейчас, недавно я попала там на несколько мероприятий, в несколько помещений с очень известными, сильными, богатыми, крутыми людьми, авторитетными в Кыргызстане, и они все говорят на кыргызском. То есть это неизбежный процесс, к которому этнические меньшинства примкнут рано или поздно, но я лучше сейчас примкну. У меня нет никакого сопротивления к изучению. Мне интересно что-то там вставлять, мне ДПСник остановит. Я говорю, байкемен, ичпемен, там, отпустить. Вот. Ну, какие-то такие вещи я не стесняюсь говорить. Или там таксисту говорю, да, там. Какие-то обычные вещи, которые я уже выучила за 8 месяцев, я стараюсь их внедрять. Там, с няней моего ребенка я тоже иногда переписываюсь кыргызча. Конечно, я переживаю, что я неправильно что-то где-то говорю, но лучше так, чем никак. Вот сейчас я занимаюсь 3 раза в неделю онлайн и начала ходить в разговорный клуб по субботам, там часик еще. Вот, это офлайн. Сходила 2 раза, и 2 раза у меня пропустила я было мероприятие. Поэтому рано или поздно выучу. Рано или поздно все мы к этому придем, и мне кажется, что почему бы и да. Это здорово, и альцгеймера не будет. Одни плюсы, я вообще минусов не вижу на самом деле. Да, согласен. Что дается сложнее всего в изучении языка взрослому человеку? Завышенные ожидания. Потому что как будто бы ты в среде, и ты должен быстрее начать говорить, но я не в среде, потому что большинство, опять же, из моего окружения все говорят на русском, да, то есть это очень легко говорить на русском, поэтому все равно получаешь, ты себя специально ставишь в эти условия, какие-то фильмы, какие-то рилсы смотришь на кыргызском для того, чтобы что-то начать понимать на таком разговорном бытовом языке, вот. Вот это, наверное, большая сложность. И завышенное ожидание от того, что через год там нужно уже классно говорить. Хотя английский, знаете, я 3 учила его 11 лет подряд. Нормально говорю, но не так, чтобы C1. Вот, и поэтому один язык ты учишь там 10 лет, а тут ты от себя ждешь, что ты уже за год классно заговоришь. Ну, я немножко сбавила обороты и жду, что рано или поздно я начну говорить. Вот и все. Какое у вас самое интересное, любимое слово из ныне изученных сейчас, вот, навскидку? Ой, это сложно, не знаю Может, даже. там самое интересное слово, звучит как-то Казахто интересно. интересный. Пусть будет. Бахтылу счастливый. Я хочу тосты научиться говорить. Вот, из важного. 3 детей и ресторанный бизнес, который требует включенности 24/7. Подскажите, у вас есть няни и помощники, или вы супергерой? Как выглядит ваш типичный день? Все мои дни нетипичные. Я сама себе составляю расписание. Чаще всего есть обязательные встречи, есть обязательные тренировки, есть обязательная бьюти-рутина, есть обязательства по воспитанию детей. К примеру, это какие-то там концерты или какие-то оплаты, или какие-то встречи с школьным руководством, или какие-то школьные мероприятия. То есть это то, куда я не могу не идти. Вот. А все остальное расписание я формирую себе сама. Да, у меня 3 дочки, 16 лет, 15 лет и 7 лет. Ну и, конечно, 16-15 это 2 автономных человека, которым не требуется много времени и внимания. Просто где-то поговорить, поддержать, посоветовать я могу. А так я за автономность, я за самостоятельность. И мое дело в воспитании детей, как у инструктора по вождению. Вот я сейчас в их жизни инструктор по вождению. И в конце концов они должны научиться водить машину, чтобы меня там не было внутри. А не чтобы я с ними ехала и ехала, и ехала, и ехала. Вот эти мамы, которые продолжают шнурки завязывать 8 лет. Я смотрю, ну что ты делаешь? Но я не осуждаю. Просто так бывает, когда ты вертолет, и это медвежья услуга детям, когда ты слишком много за них делаешь. Моя задача показать им этот мир, его разносторонность, его объем. У меня дети занимались верховой ездой, бальными танцами,
художественной гимнастикой профессионально, дочка занималась средняя. Сейчас малышка у меня в сейтеке танцует, занимается вокалом, занимается фортепиано, горными лыжами зимой. И я считаю, этого достаточно для того, чтобы у нее был широкий кругозор, объем из того, чтобы она выбирала, что ей нравится, и могла по жизни потом идти легко, с уверенностью, когда в тебя родители вложили с пеленок навыки и знания, которые потом пригодятся. Знакомо ли вам чувство вины работающей мамы, когда кажется, что ты не додаешь детям внимания из-за работы? Если знакомо, как вы с ним справляетесь? Я рисую колесо баланса у себя в голове. Примитивное, пресловутое, инструмент всех коучей, любимый. Его можно разделить на 7, 8, 10 частей, сколько угодно. И там сферы жизни. Там дружба, там работа, там материнство, там здоровье, там можете написать себе все, что угодно. Спорт и так далее. И материнство, она большая у меня такая сфера, но это сфера моей жизни. И если там чуть-чуть проседает, или я чувствую, что я не додаю, я направляю свою энергию туда. Если я понимаю, что проседает здоровье, я не буду отчаянно биться в сферу материнства, понимаете, в эту область. Я буду давать себе здоровье, потому что для меня важно, чтобы моя жизнь была наполнена со всех сторон. Часто бывают ваши дети у вас на работе? Каждый день я же дома не готовлю. Мгм. У меня только младшая дочка перед школой ждет от меня кашу. Она ест 3 вида каши. И это то, что я готовлю на ежедневной основе. Вот. Все остальное время они у меня едят на работе. Ну, если хотят что-то сами приготовить, сами готовят. Дома у меня фрукты, творожок, молоко, кефир. Больше ничего Как нет. раз следующий вопрос у меня и был, то как вы успеваете еще готовить для детей? Нет, у меня иммунитет на готовку, я уже очень давно не готовлю. У меня свекровь была из общепита, татарка такая, царствие небесное. Ушла, она мне всегда доченька называла, вот у нас были очень хорошие отношения. Я помню на Иссык-Куль, когда мы приезжали на месяц отдыхать, в кавычках, большой тесной семьей, у нас там человек 10, допустим. Утро начиналось с того, что нам приносили 4 литра молока фермерского. Что с ними нужно было сделать? Там, 1-1,5 литра на кашу, на попить. Остальное все на творожок. То есть делаешь из молока творожок, и остается сыворотка. Вот эту сыворотку выливать нельзя, из нее нужно сделать блины. Вот. И я стою, жарю такая на 2 сковородках, она ко мне подходит, говорит: доченька, ты возьми еще 2. Я говорю: ну хорошо. Я стою, жарю на 4. Она говорит: ну что ж ты себя так мучаешь? Давайте из летней кухни еще плитку сюда. Там плитка такая еще на 2 конфорки. Мы у соседей попросили еще 2 сковородки, потому что всего было в доме 4. И на 6. Ну, когда приловчишься, это супер удобно. То есть кто жарил хоть раз блины с литром молока, понимает, какой это долгий процесс. И вот с 2,5 литров сыворотки это еще более долгий процесс. Вот. И тогда он оптимизируется очень сильно. И если ты приловчилась, то когда ты заливаешь на 1 сковородку блинчик, потом на все остальные, то как раз на 1 нужно переворачивать. Ну и, в общем, все это занимает примерно 40-50 минут максимум. Убираешь кухню, и там привозят барана. Начинаешь готовить обед. Вот. Ну, в общем, так проходил мой отпуск несколько лет подряд, не несколько, но 10 лет подряд, в готовке, в этих домашних хлопотах, прочем. Келинская жизнь, в которой я вот так наелась, и не знаю, когда у меня возникнет в следующий раз желание что-то приготовить по собственной воле. Вы используете только свою кухню или заказываете в иных местах тоже? Я практически не ем в других местах. У меня еще есть Это производство показатель. полуфабрикатов. Да, и у меня в морозилке есть пельмени, вареники от навигатора. И, в общем, я их тоже ем. Нет, практически нигде я не питаюсь. Но есть 2-3 места в Бишкеке, куда я выхожу периодически, там с подругами. Мы можем, конечно, посидеть. То есть я нормально
хорошо отношусь к другим ресторанам, но люблю я есть у себя. А в процессе изобретения блюда вы участие принимаете? Да, всегда. Расскажите, как он проходит. Ну, по идее, мы должны интегрировать сезонные позиции ежесезонно. Вот, делается проработка, делается дегустация и делается потом уже технологическая карта. То есть мы садимся, там человек 5, дегустируем блюда, и прежде чем они на стол гостю попадут, мы определяем, какие из попадут на стол гостю. То есть, конечно, мы можем взять черный трюфель с гребешком и его приготовить, но логистически мы не та страна, которая присоединена к морю, а вернее совсем далеки мы, самая удаленная страна от моря. Вот, поэтому мы стараемся использовать в ингредиентах то, что доступно, то, что всегда будет одного и того же качества, и отталкиваясь еще от этого, я нафантазировать все что угодно могу. Я много путешествовала, много чего видела. Я люблю французскую кухню, к примеру, она очень сложная. И фантазии нет предела, и края, и конца. Когда в мишленовском ресторане ты бываешь, там молекулярная кухня, над которой работают там 10 человек над одним блюдом, тогда срок окупаемости у тебя никогда. Вот. И поэтому, учитывая все факторы, ты понимаешь, что у гостей должно быть что-то новое, что-то вкусное, что-то, зачем они будут возвращаться вновь и вновь. Вот так вот и создаем. Сейчас мы 2 завтрака вводим на этой неделе, например. Вот. Бриош печет у меня. Мне повезло, что пекарня рядышком. Бриоши отпекает пекарня. Хлеб весь нам поставляет пекарня, естественно. Вот. Круассаны тоже к завтраку. Все свежее. Потому что в пекарне же сложная работа. Ночные повара. В 3 часа ночи человек приходит, раскатывает, замешивает и выпекает так, чтобы в 7:30 утра уже в пекарне были свежие круассаны. Вот, потому что технологический процесс производства круассанов, он очень сложный. Вот, особенно те, кто делает его на сливочном масле. Некоторые делают на Солпро, это смесь масла с маргарином, некоторые делают просто на маргарине, поэтому мы видим круассаны, которые там совсем недорогие, там продаются. А мы делаем исключительно на сливочном масле, и когда ты ставишь тесто в тестораскатку, оно начинает подтаивать, да, и если масло впитывается в тесто, это уже будет не то, и поэтому его необходимо периодически замораживать, вытаскивать из заморозки еще раз, раскатывать 42 идеальных слоя, затем нарезать на треугольники, закатывать круассаны, ставить в расстойку. Расстойка — это типа как раньше на батарею бабушка ставила, чтобы поднялось. Да. Вот. Только это такой шкаф с определенной влажностью, с определенной температурой. И опять же, без всяких фантазий ты должен четко поставить время для того, чтобы соблюсти этот технологический процесс. И только после этого они идут выпекаться к нам на полку, красивые, хрустящие, через 15 минуточек приходят. Вот. Я уже завтра иду точно к вам на завтрак. Я начала что-то за одно, потом про другое начала уже говорить. Спасибо большое за интервью. Обязательно завтра приду на завтрак. Вы так аппетитно это все рассказали. Круассан попробую. Спасибо вам. Спасибо.